те, кто пошли за Мухаммадом, и те, кто в дальнейшем, так сказать, вот, следовали за этой религией, они, как это сказать, они постоянно находились в состоянии общения с Творцом. То есть христианин, ну, он там, если ходит раз в неделю, в воскресенье, в церковь, ну, это хорошо. В чем тоже, так сказать, да. А мусульманин, он 5 раз в день опускается на колени. 5 раз в день. Причем строго выведены по времени, так сказать. Я же с ними там живу, да. И кроме того, я когда вот, скажем, ездил в Европу, я где-то в Риме там в аэропорту был, там такой тихий закуточек. Ну, пришло время молиться. Значит, я пошел в этот закуточек. Ко мне пришли туда 2 мусульман. Я стоял, молился там свое, они, значит, положили газетки, стали на колени. Это ислам. И, в общем, это говорится о очень многом. Человек 5 раз в день, хотя бы на 5, это там молитва очень небольшая. Я смотрел, вот, у меня была возможность посмотреть молитву, что в ней написано, значит, молитва очень небольшая, но она очень серьезная, она очень глубокая. Человек на 5 минут становится на колени, наклоняется, произносит то, что там написано, он общается в этот момент со Всевышним. Это очень важно, это очень много. Поэтому ислам, в общем, это религия будущего. Ну, так скажем, вот, если сегодня мир не будет закрыт, в силу того, что государство пока что, которое называется Израиль, существует, а это мы сейчас находимся именно на этой стадии, значит, идет стремительное закрытие мира. Потому что государство не имеет права на существование. Вот 1,5 года назад закончились все возможные допустимые сроки, все, мир начал закрываться. То есть, ну, как Всевышний закрывает. Все эти, так сказать, экономические и так далее, все эти катастрофы, которые идут одна за другой, любые попытки какого-то дальнейшего прогноза, значит, остановки, там, выброса, это все бессмысленно. Мир будет закрыт. Это неизбежно. Если не, так сказать, ликвидируют вот это государство, которое является как раз корнем зла. Так вот, если удастся его ликвидировать, то где-то лет через 70, я так думаю, большая часть населения Земли будет исповедовать ислам. Потому что это религия, которая, ну, достаточно сильная, правильная, и она людей ведет в том направлении, в котором нужно. Единственное, что, конечно, там есть проблемы. Шииты, сунниты, значит, у них друг с другом нестыковка идет по некоторым вопросам. Ну, это понятно. Но это пока что, я так надеюсь, что если удастся все-таки выйти на такой уровень, чтобы ликвидировать, так сказать, то, что у нас сегодня есть, вот корень зла, то тогда и уйдут все проблемы, которые есть между ними. И действительно, большинство людей в мире начнет исповедовать ислам. Сегодня уже этот процесс виден, потому что они, так сказать, заполняют, распространяются. И там, я уж сейчас не помню, где-то в одной из европейских стран там категорически запретили строить новые мечети. Да. Но, потому что идет распространение. Будущее мира за исламом. Да, Швейцария, совершенно верно. Будущее мира за исламом. Это совершенно точно. Если удастся вот сегодня локализовать ту проблему, которая имеется.